Здравствуйте. Вначале несколько сообщений о наиболее заметных событиях дня. 40% якутян считают, что за последние годы уровень их жизни повысился. Они заявили об этом работникам Института социологии Российской академии наук в ходе недавнего опроса, в котором приняло участие 1500 наших земляков. Социологи, кроме всего прочего, выясняли еще и наиболее серьезные проблемы, которые стоят перед жителями нашей республики. Так вот, 44% поставили на первое место плохие дороги, а еще 32% поставили на второе место проблему нехватки жилья. Тем временем Саханефтегаз объявляет о том, что до конца этого года розничные цены на топливо в нашей республике повышаться не будут. Между прочим, в большинстве регионов российских в последние недели отмечается некоторые даже снижение цен на бензин. Ситуация вокруг Якутугля. Очередной комментарий на эту тему. На этот раз директора Института политических исследований, члена Общественной палаты при президенте Российской Федерации Сергея Маркова. Он считает, что акционирование Якутугля без согласия федерального центра в 2002 году – это шаг правительства нашей республики в контексте действий, которые, как пишет сам этот ученый, накликают на свою голову гром. Они постоянно вступают в конфликт с федеральной властью. И вот это решение Высшего арбитражного суда об отмене акционирования Якутугля он считает как бы ответным шагом на подобного рода действия. Причем Сергей Марков утверждает, что возможен и прецедент на этот раз уже с компанией Якутугля, аналогичный тому, что произошел с угольной компанией. Тем временем профсоюзная организация Якутугля подписала соглашение с Дальневосточной железной дорогой. Одним из следствий этого станет появление в нашей республике до конца этого года нескольких пассажирских вагонов. Информационное агентство Саханьюз, сообщая об этом, приписывает, что так как не на старых, которые отправляются сегодня из столицы Южной Якутии в Москву и другие города страны, ездить практически невозможно. Я например, гордился нашей железной дорогой, не зная конкретно о том, в каких условиях перевозит она пассажиров. Видимо, неважных. Еще одно хорошее сообщение. Долгосрочные лицензии на промысловую и спортивную охоту стало выдавать Республиканское управление Россельхознадзора. Вообще-то такие лицензии в стране уже выдаются в течение 5 лет. Однако из-за нерасторопности наших чиновников на территории республики их увидели промысловики-охотники только сейчас. Строго говоря, все это время они занимались промыслом незаконно. И из-за этого случались достаточно часто и громкие скандалы с правоохранительными органами, которые руководствовались в своих действиях все-таки федеральными законами. Между прочим, это серьезный урон нанесло и имиджу нашей республики. Дело в том, что иностранные туристы, которые приезжали любопытства ради поохотиться на каких-то диковинных зверей в нашей республике и платили за это очень немалые деньги, несколько раз попадались, на этом незаконном промысле, по сути дела. У них отбирались не только трофеи и ружья, но, кроме всего прочего, они еще и лишались таких таких красочных впечатлений о нашей республике. Но теперь это уже получается в прошлом. А теперь давайте обратимся к главной теме сегодняшней нашей передачи. Я предлагаю поговорить в следующие 10 минут о благотворительности. Так получается, что благотворительностью страдают, скажем так, в основном кандидаты в депутаты. К сожалению, выборы у нас проходят далеко не каждый день, а во все остальное время люди, которые волей судьбы оказались на грани нищеты или в каком-то затруднительном материальном положении, предоставлены по большей части самим себе. Потому что каких-то отдельных граждан, либо фирм, либо предпринимателей, которые бы регулярно были замечены в этой благотворительной деятельности, в общем-то, можно пересчитать буквально по пальцам одной руки. Проблема эта достаточно актуальная, и, к сожалению, так получается, я этим, можно сказать, даже грешен, что материалы, когда мы готовим журналисты на эту тему, то они страдают одним очень существенным изъяном. Как правило, с болью об этой проблеме, о людях, которые попали в такое тяжелое положение, говорят люди сами, по сути дела, в общем-то, неимущие. У них болит сердце, однако оказать заметную материальную помощь вот этим страдальцам они сами не в состоянии. Потому все материалы, все интервью, репортажи на эту тему, как правило, можно, наверное, было сравнить с глазом вопиющего в пустыне. Я это все говорю к тому, что интервью, которое мы сейчас с вами послушаем, посмотрим, оно, как мне кажется, выбивается из этого глаза вопиющего в пустыне. Врач-педиатр 3-й городской больницы, с которой я хочу вам сегодня познакомить, Валентина Попкова, занимается благотворительностью, или вернее сказать, мобилизацией общественного мнения на благотворительность уже не первый год и не безуспешно.
Работает она, как я сказал, в третьей городской больнице. И, в общем-то, так получается, что зачастую, сталкиваясь с проблемами своих подопечных, маленьких пациентов, она прекрасно видит, в каких условиях они живут. И она поэтому, собственно говоря, и перешла от чисто врачебной деятельности к благотворительности тоже. Ну и кроме того, есть очень такое хорошее стечение обстоятельств, что Валентина Андреевна попала в коллектив. Она, собственно говоря, даже получила должность этого социального врача-педиатра благодаря усилиям главного врача детского отделения третьей городской больницы, которая специально даже учредила, создала вот именно такую штатную единицу социального врача-педиатра, то есть педиатра, который работает исключительно вот с такими вот проблемными семьями. И теперь все врачи, которые в этом коллективе трудятся вместе с Валентиной Андреевной, сообщают ей регулярно о таких вот семьях, которые появляются на их участках. Вот это у меня все списки детей. Это вот у меня мамы-одиночки, папы, отцы-одиночки, мамы, которые злоупотребляют алкоголем, мамы, которые папы плохо смотрят за детьми, вот. И дети-инвалиды, которым нужна помощь от, как вам сказать, от депутатов. Валентина Андреевна, а вот как вы думаете, вот вы говорите, что 443 у вас ребенка, Да. как бы под опекой под вашей находится. Да. А вот как много среди них этих детей, которые проживают в семьях, ну, скажем так, где не алкоголики, там, не социально опустившиеся люди, а, скажем, нормальные, но просто бедные? Таких детей у нас, вы не сказали, я сейчас вам скажу. Ой, вот всего у меня состоит на учете 463 ребенка, неправильно вам сказала, да? Вот так. Из них родители, которые уклоняются от воспитания детей, это 38 семей таких, в них 76 детей. Родители злоупотребляют алкоголем. 15 семей, 47 детей. И малообеспеченные семьи, это у меня 213. Вот вы говорили, что вы не раз обращались в различные инстанции, да, в том числе депутатов, ну, с тем, чтобы найти каких-то, ну, своего рода спонсоров, что ли. Да. Примерно сколько человек откликнулось на эти просьбы? Очень хорошо помогает это Визер Сергей Александрович. Это депутат? Депутат, да. Вот, ага. А так мы обращаемся, что я, например, устраиваю, очень хорошо Соловьева помогает в дошкольном отделе. Да. Вот, Раиса Васильевна дает нам места малообеспеченным семьям. Вот, очень хорошо она помогает нам. То есть вы говорите места в детском саду? Мест в детском саду, потому тогда что там получается, большая... что вы выходите как бы за рамки профессиональных своих обязанностей? Ну, приходится. Вот. Приходит, вот сегодня мама пришла, ребенку 3 года, она у меня попала под снос, купила себе квартиру. Угу. Сейчас, в данный момент, нужен ей детский сад, ребенку 3 года. И вот я обратилась к Раисе Васильевне, она предложила Тулугина, круглосуточно. Я маме сказала, сейчас она будет ребенка устраивать туда. Да. Вы можете сказать, сколько примерно в день, может быть, в месяц, в неделю через вас проходит детей? Проходит в месяц до 150 человек. Это и прием, и вызова. Вот, обслуживаем. А когда вам приходится выходить за рамки врачебных таких обязанностей? За рамки врачебных обязанностей я выхожу уже не считая своего времени. Я могу прийти и в 7 утра, чтобы Илью Филипповича встретить. А, вы имеете в виду в здании администрации? Да, в здании администрации. Могу и в 6 часов вечера подойти. Часто хожу на прием я к Трескову Игорю Борисовичу. Игорь Борисович нам, например, выделил под индивидуальное жилье ребенку-инвалиду участок. 12 участков получили тоже дети из малообеспеченных семей. Там надо тоже в очередь стоять. Он подписал, им они получили. Вот. Ну, то есть, в принципе, вас тоже понимают вас? Меня тоже понимают, да, они уже знают. Вы можете сказать, вот сейчас, скажем, среди ваших подопечных,
Ну, вот какое наиболее такое вот какое-то кричащее положение, кому вот необходима срочная какая-то помощь? Кому необходимо вот кричащее положение, где мамы, вы извините, пьют. Вот, таких у меня мам 15. Вот. Им надо оказать немедленно помощь, понимаете? Вот. А о какой помощи идет речь? Вот помощь идет о том, что вот мы ходит и Татьяна Константиновна, и я. И, Татьяна Константиновна, это секретарь Потапова. комитета по комиссии по делам населения. Да, и ходят из ИДН с Богатырева улицы, да? Ну, ведь мы же не можем их детей водить, понимаете, они обещают нам. Дети-то не учатся. Вот 20 детей в этом году вообще не училось, понимаете? 20 детей не ходили в школу. 20 детей. Из-за родителей, да. Одна мама говорит, что у них был радикулит, она не повела, а те мамы вообще, извините, пьют и все. Я не знаю. Я, например, считаю, что вот для этих детей, где мамы пьют, плохо смотрят за детьми, надо просто детей куда-то, интернат какой-то сделать, понимаете, а родителей заставить принудительно работать. Ну, вот эти мамы, 15 мам, они что, участников работают? Постоянного места работы у них нет. Участников поработают, они получили, до дома деньги не донесли. Вот одна у меня мама была такая, в июне месяце оставила ребенка на 2 часа, и 5 дней не приходила, понимаете вы? Забыла про ребенка. Мы ребенка того устроили в больницу, и потом, сейчас он находится в доме ребенка. То есть совсем маленький ребенок? Совсем, 6 месяцев, по-моему, было, да. Она 5-месячного его оставила, понимаете? И даже когда положили в больницу, я уже была в отпуске, позвонила ему, как этот ребенок. Ни мама, ни папа за это время никто не были у ребенка, понимаете вы? И этого ребенка мы отдали в дом ребенка, приняли у нас, но у него даже не было ни свидетельства о рождении, ни страхового свидетельства. Никаких документов не было. То есть вообще не оформляли? Не оформляли. Ну, вот, но я пообещала им, они пошли мне на уступки, в дом ребенка отправили ребенка, я им принесла, выписала страховое свидетельство. Я говорю, давайте я на себя уж выпишу. Но на дедушку выписали, мы там на адрес дедушки выписали. Вот. И вот сейчас еще надо разъяснять родителям этим вот, про 250 тысяч эти путинские, понимаете? Они не могут понять, они считают, что если они в семье, у них появится 2-й, 3-й ребенок, да, то они получат эти 250 тысяч. Я им разъясняю. Ну это же так и будет, то есть деньги им будут, то есть вернее им будут не деньги выдавать? Да, я им разъясняю. Они думают, что деньги наличными да, дадут? деньги наличными. И вот еще мне что непонятно, родители, получая деньги, вот эти вот детское пособие, они же пропивают их. А что делать? Ну вот надо как-то, ну не знаю, таким семьям, детям, что ли, книжки, даже вот эта вот мама Черникова оставила ребенка, чтобы получить деньги. Ушла и с концом. Деньги получила? Деньги получила она, да. Но до ребенка не донесла. А вот есть какая-то форма, как вы думаете, вот для того, чтобы... Ну вот вы сейчас как бы врач, ну я не знаю, вы не обижаетесь, врач-одиночка? Да, я не обижаюсь. Да? А вот может быть какая-то структура необходима, которая бы как раз занималась такими вот вопросами? Вот именно что нужно было бы что-то организовать, чтобы дети эти были не под присмотром врача, допустим, ну, да. там, участкового, да, а где-то они были бы все, находились вместе. Вот я ездила сама в Табагу лично, школу проверяла, когда была в отпуске, проверяла. Там директор школы сказал, вы бы могли бы у нас организовать интернат для детей. Ну, не знаю, разрешат или нет, здание-то деревянное. Да. Вот поэтому. Ну, вот надо что-то думать всем вместе. Вот. Ну, я думаю, я надеюсь, что Александр Александрович Сабинов и... Вот, это спикер окружного совета депутатов? Да, это председатель. Председатель, да. Он председатель, ага. Илья Филиппович.
Совместно что-то сделать, да? И вот Визер, и там поднимутся, наверное, еще депутаты. Что-то сделают, понимаете. Валентина Попкова, надо сказать, сама не всемогущая. Но буквально вот год назад она столкнулась с очень серьезной проблемой. 70-летнего врача с полувековым стажем работы пытались уволить на пенсию. Ну, в общем-то, по всем понятным причинам. Однако Валентина Андреевна, в общем-то, вы, наверное, сами посмотрели, она человек, в общем-то, не тщедушный такой, не безвольный. Она проявила такие бойцовские качества и с помощью мэра Якутска осталась все-таки на работе. Ну, как повторюсь, вы видели, наверное, что она достаточно человек такой энергичный, здоровый. В общем-то, никак даже не скажешь, что ей 70 лет. Да простят меня женщины, которые, наверное, очень так щепетильно всегда относятся, когда мужчины начинают говорить об их возрасте. Но вы сами видели, что человек очень энергичный, очень подвижный. Надо сказать, что именно эти качества сделали ее известной не только в коридорах исполнительной власти, но и нашей законодательной власти тоже. В частности, она смогла сагитировать 3 депутатов окружного совета Якутска на то, чтобы они, в общем-то, более-менее регулярно оказывали материальную помощь ее подопечным. Ну, это идет речь вот уже об упомянутом Сергее Визере, а также депутате Владимире Спириденко и председателе окружного совета Александре Савинове. И даже больше того, вот я почему говорю, что как бы перспектива, свет в конце тоннеля появляется. Все вот эти 3 депутата, в общем-то, готовы не только вот так вот разовую помощь оказывать, но и, возможно, каким-то образом узаконить ее, что ли, с тем, чтобы все жители города Якутска смогли принять вот подобное участие в судьбе вот этих самых людей. На самом деле, вот у каждого из депутатов сейчас только по 100 тысяч в год на помощь, на неотложные нужды их избирателей. И так получается, что вот я разговаривал с ними, получается, что этих денег не хватает, явно не хватает. Они привлекают и свои собственные средства, и средства своих знакомых для того, чтобы оказать эту самую помощь. Возможно, что в будущем, в ближайшем будущем мы с вами сможем сделать это уже все на законных совершенно основаниях. На сегодня все. До свидания.